Добрый вечер, это новости 24. Звук фанфар, свет рампы и аплодисменты благодарных и преданных зрителей. В Назране, в Ингушетии, прошла торжественная церемония открытия 4-го международного кинофестиваля «Золотая башня». 15 стран-участниц представят более 30 фильмов, причем 5 из них дебютные. Ингушский зритель увидит их первым. О гостях фестиваля и его участниках подробно рассказывает Мария Местоева. В нашем регионе ежегодно проходят различные фестивали. К таким можно отнести и фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, называемый Кавказскими играми, в народе именуемый маленькими северокавказскими олимпийскими играми. К Каннскому фестивалю, маленькому северокавказскому, можно отнести международный фестиваль «Золотая башня», который проходит в нашем регионе уже в 4-й раз. В нем принимают в этом году участие 15 стран, и в этом году представлены 5 дебютных картин. Если театр начинается с вешалки, то кинофестиваль с традиционной красной дорожки. Гости пока только прибывают. Среди них Наталья Орлова, мультипликатор и лауреат множества премий, в том числе престижной Ники. Наталья в нашей республике впервые и как мультипликатор больше радеет за развитие в регионе именно этого направления. Я как бы представитель анимационного кино, поэтому для меня очень интересно познакомиться и с культурой, и с традициями ингушского народа, и, возможно, мы что-то сделаем в анимации на эту тему. Это было бы очень интересно. Владимир Гостюхин, знакомый всем по таким известным фильмам, как «Возьму твою боль», «Время выбрало нас» и «Охота на лис», тоже в регионе впервые. Актер мечтает посетить и горную часть республики, чтобы ближе познакомиться с самобытной культурой народа. У ингушского кинематографа, считает он, большое будущее. У вас все молодое, все юное, все. И в то же время связано с традицией национальной вашей. И это замечательно. Я надеюсь, что в конце концов мы будем свидетелями такого прекрасного ингушского фильма, который будет получать призы на всех кинофестивалях. И счастливой дороги вашему кинофестивалю. Кинофестиваль в этом году, приуроченный к юбилею республики, проходит в регионе уже в 4-й раз. Но даже за этот короткий промежуток времени у него появились свои поклонники, которые не упускают возможности прикоснуться к миру кино, посещая кинопоказы и все церемонии открытия и закрытия фестиваля, как это делает Любовь Евлоева. Я каждый раз приходила, каждый раз это моя болезнь. За наши картины, когда наши ребята там участвуют, я очень болею за это. Как бы лучше получилось, как бы лучше показать нас. Но вот зал полон и ведущие на сцене. В этом году компанию Тимофею Федорову составила известная актриса и модель Анастасия Макеева. А на ковровой дорожке появляются главные гости фестиваля, известные артисты и творческие деятели России. А ведущие не устают перечислять их заслуги, достижения и награды. Зал встречает каждого гостя бурными овациями. Театральный режиссер, который служит в театре Джигарханяна сейчас. Она обладатель грамот президента Российской Федерации. Ингушские актеры и режиссеры, словом, деятели искусства, тоже принимают участие в фестивале. Например, Микаэл Базоркин, один из членов жюри. В фестивале он принимает участие впервые. Приглашение принял за несколько дней до торжественного открытия. Я должен был, честно говоря, сегодня быть в Москве, по идее. Когда мне позвонили, сказали, я с удовольствием остался, благо не успел взять билет. И мне интересно, я подготовился, я как бы так... во всеоружии, поскольку это не рядовое событие, тут люди незаурядные, интересные люди, много знакомых лиц, и много еще предстоит людей узнать. У именитых артистов театра и кино богатая творческая программа, стихи, монологи, старые, но всеми знакомые и любимые песни. Владимир Гостюхин, предвкушая поездку в город воинской славы Малгобек, решил прочесть стихи на тему верности и веры во встречу. Жди меня. И я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводит грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Ну и какой же фестиваль без старых песен о настоящем?
Большинство присутствующих в зале зрителей – настоящие киноманы и ценители искусства. Даже молодежь уже имеет свои устоявшиеся вкусы. У девушек это чаще фильмы о любви, а молодые люди предпочитают картины о верности, дружбе и родине. Предыдущие как-то не получалось по работе, но на этот раз вырвался с удовольствием и пришел посмотреть и как-то принять свое участие в этом деле. В основном я больше люблю какого-то военно-патриотического направления фильмы. Ну и, конечно, где-то молодежное больше направление тоже фильмы смотрю. О кинофестивале я узнала от работников Комитета по делам молодежи, и мне это стало очень интересным, поэтому я пришла сюда и хочу, надеюсь, увидеть что-то для себя новое. Мне очень нравятся фильмы неожиданные, с непредсказуемой развязкой, с неожиданным концом. Когда ты не предполагаешь, чем все закончится, ты сидишь в напряжении до конца фильма, я бы хотела посмотреть именно такой фильм. Жюри будет оценивать фильмы в этом году под председательством Тенгиза Семенова, это документальное кино, и под председательством Суламбека Мамилова, это игровое кино. На 4-й кинофестивале с 15 стран мира заявлено более 50 картин, причем число участников от нашего региона ежегодно увеличивается. Соответственно, и число поклонников тоже. Теперь, чтобы побывать на кинофестивале, наши соотечественники приезжают из других регионов страны. Мне очень приятно было присутствовать сегодня здесь, на этом кинофестивале, потому что я 8 лет не была на родине. И вот сейчас для меня это все очень впечатлительно, что на моей земле, на моей родине такие красивые кинофестивали. Здесь очень понравилось. Чувство неописуемое, как будто вообще другая атмосфера, вообще куда-то другое измерение попадаешь. Ломали Бесаев надеется в следующем году стать участником фестиваля. Еще в подростковом возрасте режиссер определился с будущей профессией. Ломали мечтает снять картину о легендарной дикой дивизии. Мечты молодого режиссера уже начали воплощаться в реальность, а все благодаря его упорству. Договорились, начали писать проект, поехали с этим проектом на Северокавказский форум «Машук». И, к большому счастью для нас, мы выиграли проект как некоммерческая организация, мы взяли 2,5 миллиона, и как только деньги поступят на счет, мы планируем снять первый документальный фильм о дикой дивизии. По традиции, открытие международного кинофестиваля «Золотая башня» ознаменовала режиссерская хлопушка. Начали! Победителей различных номинаций ждет маленькая «Золотая башня», символ фестиваля. А пока в ближайшие 3 дня в Домах культуры республики и кинотеатрах пройдут кинопоказы фильмов конкурсантов этого кинофестиваля. Мария Мистоева, Рахман Цуров, Новости 24. В рамках кинофестиваля в кинотеатре «Дружба» в Назране в конкурсе документальных фильмов состоялся показ короткометражных кинолент. Там на суд зрители представили 2 работы: «Письма с войны» режиссера Негашева и «Когда тебе горько» Шеварова. Фильмы смогли посмотреть более 150 студентов колледжа, сервиса и быта. Обе кинокартины продолжительностью 25 минут на военную тематику. Мы посмотрели 2 фильма: «Письма с войны» и тоже документальный фильм «Когда тебе горько». Документальные фильмы, посвященные войне. То есть, казалось бы, разные 2 войны, но суть одна. То есть это когда тебе больно, горько и трагическая ситуация все-таки. Сегодня нас пригласили на показ документальных фильмов в рамках фестиваля «Золотая башня». И в этих фильмах мы увидели, насколько страшная война. Вы не были на Таити? Так вот, в эти края вас с легкостью перенесет монолог кота из мультфильма «Возвращение блудного попугая». На легендарного Кешу можно было посмотреть в Центре культурного развития Магаса. Там прошел показ в рамках фестиваля «Золотая башня». Дана Плиева расскажет. Смех и радость на лицах школьников объяснить просто, ведь не каждый день вместо уроков им устраивают показ любимых мультфильмов. 3 выпуска про задиристого и веселого попугая смотрит уже не первое поколение детей. Для каждого юного зрителя он запоминается по-своему. Кому-то понравились проделки попугая, а кто-то вынес для себя полезный урок. Мне понравилось, как Кеша в первой серии притворялся, что он умирает, и его хозяин брызнул его водой. Мне понравилось в мультике, как этот попугайчик не ценил своего хозяина, уходил всегда от него. А в конце всегда мультфильма он понимал то, что этот хозяин, как бы самый лучший для него. Мне понравилось, что как этот попугай Кеша пел песни. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть...
всегда будет Вовка. Окунуться в детство и посмеяться вместе с учениками пришли и преподаватели, которые ничуть не меньше радуются такому походу в кино. Очень рады, что у нас в республике проходит такой кинофестиваль, что к нам приезжает такое большое количество известных артистов, актеров, звезд российского кино. Нам сегодня это мероприятие очень понравилось. Дети были очень рады. Показ мультфильма проходит в рамках 4-го международного кинофестиваля «Золотая башня», который стартует на 4 площадках республики. Программа кинофестиваля делится на 3 этапа. С 10 утра начался показ любимых мультиков, как новых, так и старых. С полудня эстафету подхватил конкурс документальных фильмов. Садись в телегу, подвезу! Нет. Я сама. С 14:00 игровое кино, к которому относится и короткометражный фильм «Крошки хлеба» режиссера Лейлы Газиковой. Снятый по одноименному роману Саида Чехкиева, он знаком многим со школьной скамьи. Он рассказывает о ценности каждой крошки хлеба в холодную пору депортации и о том, чем пришлось пожертвовать народу. Нужно поблагодарить, кто этот придумал кинофестиваль, да, потому что это нравственное воспитание подрастающего поколения, которое здесь, в Республике Ингушетия, очень необходимо. Кинофестиваль продлится до 28 октября. Все эти 3 дня жители и гости республики будут не просто наслаждаться кинопоказами с утра до вечера, а оценивать работу авторов, известных и начинающих режиссеров не только России, но и зарубежья. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24.